Сегодня долги населения и индивидуальных предпринимателей, а также предприятий различных форм собственности растут не по дням, а по часам. Только за 11 месяцев текущего года Сибайский отдел судебных приставов возбудил порядка 300 тысяч исполнительных производств. 600 человек ограничены в выезде за границу. В отношении неплательщиков алиментов заведены 72 уголовных дела по статье 157 Уголовного кодекса Российской Федерации, 4 уголовных дела в отношении руководителей предприятий, злостно уклоняющихся от исполнения решения суда. Новый закон, который вступит в силу 15 января будущего года, довольно жесткий и призван сократить число злостных неплательщиков среди автолюбителей и тем самым пополнить бюджет всех уровней. При этом стоит отметить, что само водительское удостоверение изыматься не будет, но и возможности воспользоваться им законно не получится. Об этом должника уведомят письменно. Должники будут лишаться специальным правом управления. Это по долгам по алиментам, возмещение ущерба, причиненного здоровью, также по уголовным штрафам и при штрафах в совокупности 10 тысяч рублей по нарушению правил дорожного движения. Приостановка действий прав коснется всех категорий и видов транспорта. Если неплательщик в отведенный срок не погасит долг и продолжит ездить за рулем, его могут приговорить к обязательным работам. Документ также предусматривает случаи, при которых водители не попадут под санкции. Ограничения не коснется лиц, если это ограничения будут лишать должников единственного источника дохода. Если должник является инвалидом первой и второй группы, и у него на иждивении находятся инвалиды, также первой и второй группы, и если судом дана отсрочка от исполнения решения суда. Бывают случаи, что иногда граждане не знают, либо забывают о своих долгах. Чтобы не оказаться в неприятной ситуации, рекомендуется узнавать о них на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов или же с помощью специального мобильного приложения. Кстати, погасить задолженность можно, не выходя из дома. Добавим, что подобные законопроекты есть во Франции и Германии, и они давно показали свою эффективность. Насколько эта санкция будет действенна у нас, покажет время. И желание автовладельцев не оставаться без своего железного коня. Луиза Мустафина, Игуль Хамитова, Дамир Хайбулин, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.